Сегодня врачи научились бороться с коронавирусной инфекцией гораздо более эффективно, чем на раннем этапе пандемии, благодаря чему люди побеждают эту болезнь и выздоравливают. Но тем не менее, есть и те, кто переносят эту болезнь крайне тяжело. Медики обычно связывают это с возрастом и хроническими заболеваниями пациента. Пациенты с тяжелой степенью течения COVID-19 – это, как правило, пациенты определенного возраста, то есть это пожилой возраст и старший возраст, люди, кому за 60, за 65. Это пациенты, у которых есть сопутствующие хронические заболевания. Сахарный диабет, проблемы с сердцем, с почками, с легкими какие-то хронические заболевания. Да? То есть это те пациенты, у которых есть уже тянется годами их патологии хронические, которые утяжеляют их общее соматическое состояние. Еще одна не менее важная причина большого количества тяжелых больных – самолечение. Это противопоказано при любых заболеваниях, тем более при коронавирусе. Последствия – тяжелые осложнения и реальная опасность для жизни. Пациенты уверены, что делают все правильно, оттягивают поход к врачу и усугубляют свое положение. Лечение на дому – вещь достаточно опасная, потому что инфекция прогрессирует быстро, что может привести к ухудшению состояния больного. При любых симптомах человек должен обратиться к участковому терапевту, который будет его вести и наблюдать. Не всем нужны антибиотики, поэтому то есть вот это очень важно, именно мы постоянно об этом говорим, чтобы люди самостоятельно не лечились, потому что мы не всегда знаем, может человек утяжелиться или нет. Когда он утяжеляется, он уже там 10 дней пил одни, вторые, третьи антибиотики, и у нас просто не остается никакого резерва. Вот, и приходится назначать довольно сильные препараты. И если у нас были ситуации, когда после того, как человек вылечился от COVID-19, у него там какой-то воспалительный процесс в почках через месяц, через полтора, а он уже все возможные антибиотики пропил, нам просто нечем лечить данного пациента. У нас просто мы столкнемся с такой резистентностью, что у нас люди будут умирать от простых инфекций. Бывают и такие случаи, когда состояние пациента ухудшается даже под наблюдением врачей. Это во многом зависит и от самого организма, говорят медики. Мы не всегда можем, скажем так, предугадать, как вирус будет себя вести. Мы не всегда знаем способность иммунной системы каждого человека, но мы ее не знаем, в принципе, да, как иммунная система каждого человека будет реагировать на этот вирус. Вот. Такое бывает, да, что пациент утяжеляется, но еще раз говорю, это чаще всего люди пожилого возраста и люди, у которых есть сопутствующие патологии. Молодые люди, которые утяжеляются, это единицы, и это связано с тем, что их иммунная система не может, по каким-то своим индивидуальным особенностям, не может нормально среагировать на вирус и побороть этот вирус, потому что в большинстве процентов, да, случаев, там где-то 70%, все-таки это наша иммунная система работает, и она делает свое дело. О вирусе уже известно много, но далеко не все. Специалисты убеждены, нужно время для исследования, чтобы в конце каждого вопросительного предложения поставить точку. Шазина Ханагуа, Михаил Баратухин, Абхазское телевидение.